Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я заведующая кафедрой технологии организации пищевых производств, поэтому достаточно много знаю в силу специфических причин про продукты, про то, как их перерабатывать, про то, как правильно организовывать питание, почему питание в школах настолько важно, с чем оно связано. Но помимо всего прочего, я еще и кандидат экономических наук. В связи с этим многие вопросы, связанные с питанием, они требуют в том числе и доказательной эффективности. То есть, когда мы говорим о том, что надо муку обогащать, надо есть обогащенные продукты, надо микроэлементами разрабатывать пищевую продукцию специально для детей с микроэлементами, с определенным составом аминокислот. Почему это важно? Итак, если мы говорим о ситуации безопасности как таковой школьной образовательной среды, то у меня, как человека, который занимался пищевой безопасностью достаточно давно, возникают очень четкие параллели. Вы все знаете, что для того, чтобы произвести продукт питания, который безопасный, да, надо соблюсти целый ряд правил, начиная от того, в каком помещении, с какой водой, кто делает, как делает и так далее. Вот с этой точки зрения услуга по производству пищи идет в ровную параллель с услугой по организации образовательных услуг. И по большому счету, да, дети не полуфабрикаты, хотя можно и так сказать, и мы из них должны получить готовый продукт. Но наша задача, чтобы наш ребеночек пришел в школу и вышел из нее, вышел здоровый. И если мы говорим о безопасности как о гарантированном уровне, то есть вот качеству обучения, качеству оказания образовательных услуг могут быть разные подходы. Мы за этим сделали диверсифицированный уровень оценок. У нас есть отличники, есть хорошисты, есть троечники, есть вот дети, которые ни раз, ни два, ни три нам чего-то сдают. Но это вопросы уже качества образования, и это уже и про аккредитацию, и про все остальное. Если мы останавливаемся на уровне безопасности, он гарантированный должен быть у каждого ребенка. Ребенок зашел в школу, ребенок получил образовательную услугу, в том числе услугу питания, потому что особенно младшие школьники у нас после 4 часов без пищи вообще больше о предметах особо не думают, они думают о том, что им кушать пора. И с этой точки зрения это один из таких базовых потребностей, про пирамиду сегодня вам рассказывали. То есть у человека пока, извините за физиологические подробности, хоть какая-то активная физиологическая потребность в организме есть, покушать или наоборот освободиться от чего-то, он же ни про что другое и не развивается. Поэтому мы сейчас вот в этих рамках поговорим о безопасности питания. Первое. Если мы говорим просто о состоянии безопасности пищевых продуктов, мы здесь сталкиваемся с понятием устойчивости, вот как раз не представляет опасности для здоровья нынешнего и немаловажно будущих поколений. А вот там, где начинается еда, а там, где начинаются все страшилки про продукты, полученные с использованием гормонов животного происхождения, там уже начинаются вопросы не только для организма человека сегодня, но и для его репродукции в будущем. Поэтому с этой точки зрения, вот на таком явном примере, это то, что формирует организм, потому что дети у нас растут, это то, что обеспечивает его когнитивные функции, это то, что обеспечивает его эмоциональный настрой, потому что если ребенок даже поел, но ему невкусно и неприятно, он тоже в определенном диссонансе будет находиться. И поэтому общие требования гигиенические. Вот здесь что важно? У нас есть блок, связанный с рациональностью потребляемых продуктов, и блок есть жестко завязанный на безопасности потребляемых продуктов. И сейчас достаточно быстро будем двигаться по этим категориям. Если мы рассматриваем пищу как совокупность пищевых веществ, то первая группа – это пищевые вещества, белки, жиры и углеводы, которые дают колораж, то есть энергию, необходимую для движения. Я надеюсь, вы все достаточно уже прогружены этой темой.
Вторая группа соединений – это загрязнители. Мы сейчас более подробно будем в каждую группу заходить, но нам важно понимать, что если первая – это белки, жиры и углеводы плюс макро-микронутриенты, то вторая – это те вещи, которые вообще-то в экологически чистых природных продуктах не должны встречаться. Это все виды загрязнителей, которые связаны с процессом производства продукции, и в том числе привносимые человеком. При этом к загрязнителям или контаминантам могут относиться микроорганизмы, бактерии, микотоксины, гельминты, вирусы и так далее. Техногенное происхождение. Токсичные металлы – это в основном через почву, через воздух. Радионуклеиды – это тоже вопросы, приобретающие сегодня очень мощное значение. В первую очередь почему? Потому что с 2016 года на территории Евразии у нас разрешено хождение продуктов, у которых существует так называемая электронная стерилизация. И к электронной стерилизации у меня вопросов никаких нету. Но чтобы вы понимали, это избавление вот как раз от биозагрязнителей путем обработки либо потока ускоренных электронов, либо гамма-лучами. Технология сама по себе старая. Технология существовала еще в 50-е годы в Советском Союзе. Вопрос, кто, где, на каком оборудовании, с какими режимами производит. Потому что если эти вещи идут с нарушениями, то там начинаются достаточно страшные неконтролируемые процессы. Вы последний раз, когда видели вот такой значок, как Wi-Fi, где-нибудь на этикетке? Радура называется он. Видели хоть раз? Вы искренне уверены, что на рынке нет продуктов, которые не подвергались облучению? Вот чтобы вы понимали, все специи, нет такой страны, в которой специи не подвергаются облучению, иначе мы все будем иметь такой спектр загадочных болезней со всех континентов. Мы об этом не знаем, мы не до конца понимаем, где и как это происходит, и вот это-то как раз есть не очень хорошо. Нитраты, нитриты, нитрозосоединения. Тоже очень интересный вопрос. Очень многие гордятся, я на огороде вот ничем не удобряю никогда, вот только своим. Вот в отдельном помещении произвели удобрения, и я эти удобрения очень качественно до своей грядки и донес. А вот теперь начнем опять же понимать, это биохимия, это тысячи химических реакций в процессе разложения фекалий, по сути своей, в почве. И если химические удобрения, вы можете рассчитать до микрограмм на основе химического анализа почвы, сколько внести, как внести, в зависимости от влажности, в зависимости от систем гидромелиорации, и контролировать этот процесс так, чтобы ни в коем случае у вас нитратность не зашкаливала, то вот в случае, когда с органикой люди балуются, имеют отравление, потому что не контролируют же, они же уверены, что все хорошо. Но у нас химические реакции идут даже не до конца. Появляется тонна нитрозосоединений в разы токсичнее, чем то, что мы меряем. А мы их не отслеживаем и даже не задумываемся об этом. Стимуляторы роста, гормоны, антибиотики – это вот уже тоже отдельные вещи, про которые мы говорили. И третья группа – это чистые синтезированные пищевые добавки. Это вот вся гамма ешечек, все 10 классов, в разных соединениях, присутствующих в пищевых продуктах. И чуть позже мы поговорим, в каких случаях стоит нервничать на ешечку, а в каких случаях можно с удовольствием посмотреть, да, есть такое дело, но это современная пищевая перерабатывающая промышленность, и глобально в том или ином соединении угроз-то никаких мы не видим. Виды безопасности. Вот сегодня много говорили в целом о безопасности, в том, что у нас экологический выделяем аспект, психологический выделяем аспект и физический аспект. Вот только в безопасности пищевых продуктов существует химическая безопасность, радиационная безопасность, механическая безопасность, взрывопожарная безопасность. Казалось бы, где? Кто собрался взорваться? А вы знаете, что на хлебозаводах, там, где просеиватели вот не такие колоскового типа, а там, где мукопросеиватели мощные на несколько тонн стоят, у них всегда выход проектировался отдельно, потому что там уж если рванет, то разнесет все здание за счет взвеси пыли мучной в воздухе.
И санитарно-гигиеническая безопасность наиболее нам знакомая, связанная вот вроде как бы с прописыванием ТЗ в тендерах, вроде как бы вот с техрегламентами как-то связана и с санпинами, которые у нас базовые есть. И теперь чуть подробнее по каждому блоку. Итак, первая группа веществ, мы с вами говорили, это белки, жиры, углеводы и микроэлементы. С этой точки зрения, где наступает небезопасная граница? Небезопасная граница наступает там, где мы начинаем потреблять эти вещества не в тех соотношениях, в которых они адекватны нашим потребностям. Периодически сталкиваюсь с вопросом, вот эта пирамида для всех, сейчас я вам покажу, вот эта пирамида, вот эта пирамида. Вот эта пирамида, вот эта пирамида, вот эта пирамида. Это все разные виды, консолидировано в разных странах мнений о том, как должен питаться человек. Но пищевые рекомендации СИНДИ, а СИНДИ это международная программа по неинфекционным заболеваниям, которая занимается вопросами питания в мире, очень четко говорит, мы сформулировали общие принципы, но теперь каждая страна разрабатывайте собственные диетологические рекомендации, разрабатывайте собственные пирамиды питания. Почему? Потому что вы заложите в каждый уровень, это же зависит даже от типа питания в стране. То есть у нас есть зерновые типы питания, у нас есть рисовые типы питания, у нас есть как источник основной крахмала тапиока в определенных регионах. И поэтому, естественно, каждая страна по-своему. Не может одинаково питаться эскимос, японец и кыргыз. Совсем не может. Потому что генетически по-разному устроены организмы, на другие продукты рассчитаны. С этой точки зрения есть страшная достаточно история, связанная с физиологами. Вот у нас же крайние народы Севера, когда был Советский Союз, они сохранялись численность, потому что, по большому счету, люди живут в гиперсуровых условиях, они там занимаются скотоводством, оленеводством, и по большому счету у них из пищи моржи, там, белые медведи, олени и все. Вот этих ребятишек выдергивали и размещали в интернатах для того, чтобы дать им достойное образование. Но их кормили в среднем, а в среднем, если вы возьмете санитарные нормы, допустим, российские, вот Кыргызстан, когда адаптировал санитарные нормы, вычеркнул примерный набор продуктов. Но если мы его возьмем, там хлеба 300-400 грамм в день на человека. А у них система питания изначально не предусматривала переваривание злаковых. У них, прости господи, вечная мерзлота, у них оно не растет, они генетически на это не были заточены. Они заточены были на переваривание мяса и жира. Поэтому вот еще один момент, который мы будем говорить в отношении безопасности любой, это адекватное и конкретное рассмотрение каждой ситуации и ее применимости в конкретных случаях. Есть общие подходы, но есть еще и специфика, особенности, о которых надо думать и говорить. И по группам продуктов тоже достаточно быстро мы пройдемся. Вот это вот у нас рекомендуемые объемы порций. Почему предлагаю размышлять в порциях? В белках, жирах, углеводах, в граммах, в калориях думать ребенку практически невозможно. То есть он, конечно, вот может все это прочитать, потом пойти взвесить, потом откалькулировать, но вы представляете, что с ребенком будет? Поэтому вот это вот уже практика моя личная, когда мы разрабатывали игровые инструменты для детей первых-четвертых классов, мы им объясняли, что такое порция. И вот они примеры порций. То есть ребенок способен запомнить, сколько порций чего ему надо съесть. Ну вот это несложно запомнить, как это в пирамидку укладывается. И важно понимать, что вот этого я должен есть 5-6 порций, а вот этого я должен 1 порцию в день есть. И теперь по группочкам примеры. Допустим, зерновые продукты. Что такое 1 порция? Просто для ознакомления в книге все это есть. Пример 1 порции овощей стручковых. Тоже ж простенько. Ребенка можно объяснить, научить для того, чтобы он понимал, чего и сколько ему надо съедать. Фрукты, ягоды.
тоже доступно. Мясо, рыба, курица, яйцо, как группа. Молочные продукты. Пищевые жиры, орехи и семечки. Ввиду высокой калорийности и высокого содержания жиров, в том числе и незаменимых, они выделены в отдельную группу. Вот про жиры более детально у нас тоже в книжечке написано. Про жиры много говорят. Хорошо, плохо, не надо, не надо. Вот у нас есть мононенасыщенные, полиненасыщенные, насыщенные, трансжиры. И реально сокращать надо очень жестко только вот эту вот группу. Все остальные, по сути своей, участвуют в биологических функциях организма. Естественно, должен быть баланс, но говорить, что категорически жирных продуктов в питании не должно быть, это бред. Потому что жиры необходимы, при этом необходимы и растительные, и животные, и так далее. И из мяса, и из молочных продуктов. Вот та вершинка, которую надо минимизировать в любом случае и которую очень тяжело минимизировать в отношении детей. Почему? Потому что психологически привязано у них вот это вот самое по пирамиде Маслоу чувство безопасности к сладкому. Почему? Вопрос в аудиторию. Почему глюкоза у нас связана с чувством безопасности? Мамочки, почему? Молоко грудное сладкое. На подкорке, на глобальной. И что бы мы ни делали с этим вопросом, у человека сладкое ассоциируется с чувством защищенности и безопасности. Вопрос в том, осознает он это или нет. Понимает он, почему он грызет третью шоколадку в тот момент, когда его от стресса колотит, или нет. Может он управлять этим процессом или нет. То есть он, контролировать-то свои эмоции и действия все-таки может, особенно если он понимает, что лежит в их основе. Самый простой вариант, по которому по-хорошему, вот без сложных вычислений, можно кормить ребенка. Вы должны понимать, правило 5 цветов, то есть вот эта половиночка, по-хорошему, в день, задайте себе каждый вопрос. Вот вы 5 цветов в блоке салаты, овощи съедаете? Соответственно, вы тут же рискуете недополучать необходимый набор витаминов и микроэлементов. Почему? Потому что, собственно говоря, даже уровень окрашенности овощей и фруктов, он говорит о том, что в них больше либо одних веществ, либо других, либо третьих. Блок, который связан с белком, 1/4, и блок, который связан с углеводной компонентой, которая, собственно говоря, усваивается организмом, дает его основную массу энергии. Важные пищевые компоненты. Более подробно мы про все эти страшные слова написали. И про микрозелень, и про специфику. Я думаю, вы для себя просто в бытовом плане для начала тоже многое узнаете. Вот как сейчас мы разговаривали про разные степени озеленения. Что для того, чтобы скорректировать питание, иногда достаточно просто обратить внимание на зеленушечку. И вот этой зеленушечки не надо обязательно есть тонну. А важно чуть-чуть одного, чуть-чуть другого, чуть-чуть третьего. И вы не за витаминками бежите, а с удивлением узнаете, что как-то энергии в организме прибавилось, как-то вот повеселее стало, жизнь новыми весной, когда вот зеленушечка первая вылазит, жизнь начинает играть новыми красками, в том числе и потому, что мы очень мощный поток микроэлементов начинаем получать вместе с ней. Вторая группа загрязнителей, про которые мы говорили, вот всего вот этого быть не должно. В каких количествах не должно быть, каллиграфическим почерком написано в техрегламенте 01 по безопасности пищевых продуктов. По каждому продукту, чего, сколько, выше не должно быть. Теоретически в школах вы должны работать с продуктами и с блюдами, изготовленных из продуктов, которые соответствуют этим техрегламентам. А вот здесь подвох. Смотрите, микроэлементы, имеющие значение, при этом недостаточность микроэлементов вызывает достаточно печальные последствия для организма. И токсикологическое значение, переизбыток вызывает тоже достаточно печальные последствия. И по каждому микроэлементу важно понимать, в каких продуктах он может содержаться, для того, чтобы с одной стороны не создавать его переизбыток, а с другой стороны давать достаточное количество для поступления. Пестициды,
на них сильно останавливаться не будем, пожалуй, здесь все понятно. Нитраты. А вот приемы, которые позволяют снижать концентрацию нитратов. Природные токсиканты. Здесь важно что? Что есть чистая бактериалка, а есть микотоксины. Чистые бактерии – это вот микроорганизмы, которые живут, сейчас немножечко назад, можно? Которые живут на руках, на продуктах, в воздухе и везде, а вот микотоксины – это все-таки продукты грибов. То есть есть грибы, которые не должны жить, в том числе и плесневые, и они уже в процессе своей жизнедеятельности выделяют вот эти вот токсины. Сейчас к вопросу об многовариантности решения проблем. Для того, чтобы избавиться от бактериальных загрязнений, первое, что мы должны сделать, это помыть руки. Так вот, несмотря на все обилие санпинов, в мире существует масса вариантов, как это сделать. Вот есть обработка жидким мылом. Доступно? А вот для хирургов уже антисептик, пожалуйста, потому что вот недостаточно просто мылом помыть. И с этой точки зрения, если мы говорим, чтобы избавиться, мы вот так можем делать? Вот так можем делать. Плюс сюда можем антибактериальный компонент насыпать, а потом удивляться, почему у нас аллергии, почему у нас руки шелушатся. А можем вообще вот так сделать. Вот это вот не чудо враждебной техники, это станция на гигиен-пропускниках. То есть вот ты сюда вот лапки, сейчас соображу как, засовываешь, тебе выдавливается моющее, потом их моешь, потом их сушишь, и еще в процессе антибактериальная идет обработка. Это на крупных пищевых производствах, когда ты абсолютно обеззараживаешься, там без вариантов, ты вот пока его не пройдешь все стадии, оно тебя просто турникетом не пропустит на пищевое производство. Почему? Потому что если там ты станешь источником, ты потравишь сотни и тысячи людей. С полотенцами. Помыли руки, надо же как-то вытереть же. Так вот. Ну вот это дорого, да? А это вот, это в дорогих ресторанах ты приходишь, помыл ручки, вот тут лежат такие скрученные салфеточки махровенькие, ты такой вытер, вот такую корзиночку выкинул. То есть представьте в школе. Вот так вот. Дорого? Вот так вот. Хотите, печальную вещь расскажу? Если после года эксплуатации вы посеете выдувающийся поток, еще вопрос, как проще было руки высушить. Потому что вот это вот хоть и дорого, но это хотя бы не дает повторного обсеменения. А вот здесь вот кто когда туда залазил и кто когда там чего-то обеззараживал. И тепленько там вообще отлично. Идем дальше. А вот та высасывающая лучше? А в аэропортах которая? Вот из умного, опять, я почему вот специально такую провокационные слайды сделала? Потому что, смотрите, вот когда мы начинаем за что-то бороться, важно не закончить маразмом. Потому что мы можем мыть руки как хирурги и вот так вот заходить на кухню, тратя тонну времени. А зачем, если у нас уже на уровне простого мытья рук не возникает пищевых заболеваний, не возникает пищевых токсикоинфекций. Вспомните Советский Союз. Я понимаю, что мы были закрытая страна. Я понимаю, что у нас ввозимых разновидностей там, различных микробов, вирусов было в разы меньше. Но вы помните один стакан газов, который вот так вот мылся-то вообще не затейливо? Вопрос почему? То есть если бы были пищевые отравления и массовая передача инфекционных заболеваний, что оно осталось бы так? Ну нет, естественно. И сейчас вы не рискнете. Почему? Потому что вы информированы о количестве различных заболеваний и о росте этой заболеваемости. Так и гепатит можно подхватить, и все что угодно можно. Поэтому мы от одних решений приходим к другим решениям. Но если у нас есть решения, находящиеся в рамках нормативного поля, которые нашу реальную проблему закрывают, зачем отпрыгивать
в более сложный и, возможно, экономически дорогой вариант. Владимир Николаевич, мы поставили вот такую вот сушилку в там, 65-й школе. Это лучше, чем вон та верхняя? Вот которая всасывает. Вот честно, Полотенце, вот честно, как в Таласе. вот вы через год, просто первое, что сделаете, придите, вот отсюда возьмите смыв Ну это я понял. и осчастливьтесь сразу. А с микрофилетом? А вы задумываетесь, что делается с нашей родной микрофлорой, которая наши защитники? Наши родные защитники, мы же, собственно говоря, будем откровенны. Нас вообще никто не спрашивал. Ни что мы едим, ни как мы перевариваем, ни как мы выглядим. Почему, спрашиваю я вас? Потому что в нас живет несколько тысяч колоний микроорганизмов, которые, собственно говоря, нами управляют. Они живут снаружи, они живут на слизистых, они там между собой дружат, они друг на друга нападают, это называется дисбактериоз. И у нас то в одну сторону, то в другую сторону. Почему? Потому что даже питание, которое мы осуществляем, оно поддерживает то одни колонии, то другие. Вот эта вся тема про пробиотики и пребиотики, это про это. И с этой точки зрения, если у меня не травмированные руки, если у меня достаточно нормальный кожный покров и собственные защитники, мне мыла обычного, прости господи, хозяйственного, с повышенной щелочной средой, вот так хватит. Если я нахожусь в африканской стране, где амеба на каждом водном источнике, в том числе и в водопроводе, существует, то я просто в попытке помыть руки уже себе смертный приговор подписала. То есть я там буду ходить реально только с дозатором, с антибактериалкой, и мне все равно, мне главное выжить и потом ничем не заболеть. Поэтому вот здесь вот хорошо или плохо, на сегодня он провоцирует дополнительные заболевания? Нет. Значит, хорошо. Ну вот и сюда. Заметьте, как слайд называется. Многовариантность и адекватность, а не то, что убейте сушилку. Ой, спасибо. Следующее, пищевые добавки. Вот здесь группы выделены. И поскольку вы не работники пищевой промышленности, до деталей каждую буковку знать, как она расшифровывается, какая там химическая формула, я думаю, вам особо и не надо. Примерно знать, какие группы, но давайте дальше. Вот эта вещь должна вызывать у вас стойкую аллергию в любых проявлениях. В первую очередь потому, что, смотрите, вкусовые ощущения, поскольку это базовый уровень, одни из самых приятных у человека. Так вот, пример. Вот, грустненько стало, да? Ну вот вообще грустненько. Ну вот время там уже сколько, 5 часов, грустненько. А теперь представьте вот так всем кофе с ликером. Жизнь же слегка заиграет новыми красками. Так вот это ровно такой же усилитель вкуса, после которого, по большому счету, через год системного употребления продуктов с глутаматом, человек естественный вкус продукта почувствовать фактически не способен. То есть он ест, ему пресно. Я, помимо всего прочего, в том числе консультирую и ресторанные сети. И это реально ужас, который сейчас происходит. Люди, натуральные продукты есть что-то не то, что-то не то. Я четко понимаю, что им выносят тоже блюдо, сдабренное глутаматом. Отлично. Но это же вопрос уже к человеку, честно говоря. И в том числе к ребенку, который... Почему нельзя кириешки, чипсы и же с ним? Потому что убивается формирующийся аппетит, убивается правильное восприятие вкусов. Это чемпионы по содержанию. Запомнили, заклеймили позором. Нельзя детям говорить, что это невкусно. Ребенок потеряет к вам доверие как к педагогу, как к человеку. Потому, что обманывать-то? Вкусно же. Важно понимать, вкус искусственно созданный, тобой манипулируют, тебе создают во рту другую иллюзию за счет воздействия химических веществ. Ты готов всю жизнь сидеть на чьем-то крючке химической промышленности? Если нет, попробовал, съел он раз в неделю чипсы, от разового потребления ни с кем ничего еще не случилось, вот так глобально. Но если он понимает, что он без чипсов ежедневной пачки уже как-то ему грустненько, это уже печальная тревога. Эффекты.
от разных видов, провоцируют возникновение злокачественных опухолей, влияют на содержание холестерина, расстройство желудка, вызывают высыпание, заболевания щитовидной железы, кожа, иммунитет, дисбактериоз, давление, почки и т.д. и т.п. Неконтролируемая химия, попадающая в организм. Хотите, тоже страшную вещь расскажу. Год последний проработала с медиками, и там был эксперт, который лицензирует медицинские препараты. Вот сейчас с перепугу главное не соврать. Капсулки желтенького цвета – это пищевой краситель. Я просто вылетела сейчас из головы, может, по ходу действия вспомню. Вот эти вот капсулки желтенького цвета, встречали же такие вот таблеточки? Так вот, если там содержание в одной капсулке выше там скольки-то миллиграммов, препарат разворачивают, то есть ты обязан подтвердить непревышение этого уровня. Препарат не выпустят на рынок, если этот пищевой краситель в капсуле выше микро нормативного значения. При этом, как долго вы эти капсулки есть-то будете? Ну, сильно вряд ли всю жизнь. То есть вот какой-то период, который лечитесь. Ровно тот же краситель добавляется практически во все баранки, пряники. Там никто не меряет. Там вот так, на тонну ведро. Поэтому вот с этой точки зрения еще важно понимать, что наши системы питания и производства продуктов, в некоторых местах у нас просто этих заградительных счетов по концентрации добавок, их никто не проверяет. И поэтому, если оно у нас написано, можно, конечно, надеяться, что они экономят на всем и поэтому лишнего не насыпят. Но мы и то не знаем, вот то, сколько они сыпят по рецептуре, оно для нашего организма-то вообще-то в таких объемах допустимо, особенно если это тот продукт, который я системно потребляю. А вот чтобы стало проще, обычное яблоко, оно в природном состоянии содержит те вещества, которые мы химически синтезируем для пищевой промышленности. И это нормально. То есть вот да, в яблоке это все природного происхождения. В пищевой промышленности мы делаем ровно ту же химическую формулу с соответствующими процессами. Но яблоки же мы едим, ничего с нами не происходит. Опять же, если я уксусной кислоты, простите, ведро выпью, то вряд ли допью. Да мы стакана хватит. Акценты, которые хотелось бы порасставить чуть-чуть, это, вот я говорю об элементах культуры безопасности пищевых продуктов, но ровно то же самое, если я сейчас пищевых продуктов закрою, ровно то же самое можно абсолютно транслировать на всю безопасность. То есть приоритеты организации. У нас был прекрасный пример, когда вовлечение всей общественности, всех, по-модному, стейкхолдеров, всех заинтересованных сторон. Иногда люди даже не догадываются, что вопрос, какая шторка висит в классе моего ребенка, меня напрямую касается, потому что мне потом идти очки покупать. Восприятие риска – очень важная вещь. Почему? Потому что мы говорим, тут опасно, тут опасно, тут опасно, тут опасно, тут еще опаснее. Давайте, вот сегодня предлагалось пирамиду делать, категорически не согласна. Есть подход. Все выделенные риски можно оценить в двух координатах. Это величина ущерба от этого риска и вероятность наступления этого риска. То есть если риск хоть с минимальной вероятностью, но приводит к летальному исходу, мы костьми должны лечь, этот риск исключить. Если риск не очень большой, но наступает очень часто, это тоже приоритетные мероприятия, которые мы должны сделать. Если риск существовал в тысячелетней истории человека, но никто даже до конца ущерб не может оценить, мы его выделить можем, ну вот в отношении того, что розы не так цветут, ну, не буйно. Но на безопасность вот
конкретную сейчас, если оно особо не влияет, то и в план мероприятий мы их включаем по остаточному принципу, и особенно не напрягаемся по разработке там корректирующих, превентирующих, всяких разных мероприятий. Немножечко о принципах ХАСП. Вот посмотрите, пожалуйста, компоненты, которые обеспечивают безопасность. А теперь скажите мне, что из этого категорически не подходит вообще для образовательного процесса? Могу прочитать. Строительство и планирование зданий. Очистка и санитарная обработка. Инженерные коммуникации, вода, воздух, электроэнергия. Процедура отзыва продукции. Ну тут что, нет-то нет. Пригодность, очистка и техобслуживание оборудования. Вот начиная вот от этих пылесборников всех и заканчивая всем остальным. Планировка помещений и рабочих зон. Очистка и санитарная обработка. Вот что-то. Управление отходами. Минуточку. А что у нас дети? Нигде не плюют, не кашляют и не сморкаются в классах? Есть, есть. Личная гигиена персонала. Санкнижки все ходим, регулярно получаем. Вот это не наше. Ну и вот это кто, вот, ну не продукты мы возим, а детей. Но это ж целая проблема вывести куда-то детей. И это прям целый блок мероприятий, если мы куда-то их возим каким-то транспортом. Поэтому вот оно вроде и про пищевые продукты, и можно глубоко-глубоко прям в пищевые продукты, а можно в принципе эту матрицу положить себе в голову и когда думать про безопасность, через это сито пропускать. В более наглядном варианте, нажимаем, это вот так вот, но это вот про пищевые. И можете такую же схемочку для осмысления общей безопасности в школе. Там что-то выпадет, что-то добавится. Ну, детализация требований. Презентация останется, поэтому... И здесь базовые элементы культуры, в данном случае food safety, с другой стороны это на общую безопасность все относится. Это вот в том числе хотелось бы вот этот вот вопрос обсудить. Смотрите, у вас есть санитарные правила. Поскольку я в них смотрю уже не первый год, в отношении требований к организации питания первое, куда я полезла смотреть, это я полезла смотреть, решили вопрос с буфетами или нет. И пишут, страница 65, пункт 296. Слушаем. Реализация напитков, запятая, воды через буфеты должна осуществляться в потребительской таре емкостью не более 500 мл. Разливать напитки в буфете не допускается. Кто как для себя понимает? У меня может быть организован стол с чаем и выпечкой для старшеклассников? Нет. Вот исходя из требований Санпина, я за это штраф получу или нет? Я понимаю, у меня там мелкошня, еще что-то. Старшенькие лоси, мелкенькие тоже кушать хотят. Вполне логичное желание развести их, особенно если школа большая и арендатор может себе позволить 2 точки выставить. На одних соках зимой, ну тоже как бы не совсем. Иногда просто горяченького хочется ребенку. Я могу это делать или нет? Вот в соответствии с Санпином нет. А хотите узнать, что лежит в этом пункте в основе? 3-литровые банки с соками, которые разбодяживали водой, пытаясь заработать себе в карман. То есть было нарушение и пищевые токсикоинфекции, связанные с тем, что недобросовестные работники столовых открывали вот эту банку 3-литровую, поторговали водичкой, долили, поторговали, практически нескончаемо, что-то в карман, что-то в кассу, что-то еще как-то. Где-то воду закипятили, где-то париться не стали из крана, где-то еще непонятно как. И это приводило к системным, периодическим вспышкам. Вот эта фраза касалась только холодных напитков промышленного производства, то есть
Нельзя напитки вне закрытой таре ребенку отдавать для того, чтобы мы были уверены, что туда никто ничего не добавил. Но к кипятку это никогда не имело никакого отношения. А в такой формулировке кто-то где-то не досмотрел, кто-то где-то не додумал, вписали, и теперь ты хочешь сделать доброе дело, но ты не можешь, потому что ты вступаешь в нарушение. Вот с этой точки зрения надо продумывать на системном уровне, как собирать вот подобного рода вещи, которые мешают жить и делать жизнь в том числе и безопасной, и дырки нормативно-правовые, и как агрегировать эту информацию, и как вносить изменения в нормативно-правовые акты. Общественным советом, делегировать кому-то, еще как-то, потому что санпин на уровне школы вы не поменяете. Но если у всех одна и та же проблема, то продумать ситуацию обращения в соответствующие органы тоже надо. И последнее, это о психологии питания, эмоций и пищи. Это вот к вопросу психологической безопасности, это к вопросу связи питания и безопасности, и психологии и так далее. У американцев денег много, они проблемой школьного питания занимаются давно, и занимается у них при этом Министерство сельского хозяйства, потому что они только собственную продукцию с очень жесткими требованиями реализуют в своих школах. Так вот, они озаботились в какой-то момент, что влияет, то есть вот все, что я рассказывала, вы первый раз слышали? Ну, то есть, в принципе, сколько чего есть, у взрослого человека есть понимание. Но когда вы подходите и начинаете делать заведомо неправильный выбор, вы же его делаете все равно, а дети делают его еще чаще. Так вот, они озаботились, почему дети, у которых масса программ и пропагандистских и образовательных про то, как надо правильно питаться, все равно делают неправильный выбор. Так вот, массовые исследования, $2 миллиона они на это ухлопали. Даже уровень шума в столовой влияет на то, что ребенок начинает делать неправильный выбор. Не говоря уже о том, что если он получил двойку, если он расстроен, если он с кем-то поругался и так далее. То есть психоэмоциональное состояние очень мощно влияет на то, как мы реально принимаем решения ежесекундные. И с этой точки зрения важно различать, что есть понятие аппетита, а есть понятие голода. С голодом мы сделать не можем ничего. Голод – это физиологический. А вот аппетит, пример. Вот в Китае есть чудо-блюдо, яйца, которые прикапывают на 40 дней. Да. А потом выкапывают. Поднимите руку, кто пробовал. Поднимите руку, кто готов попробовать. А люди бешеные деньги платят, потому что это аппетит. Это им вкусно, потому что был так воспитан вкус, так пищевые стереотипы сложились, что они вот этот продукт получали только вот как праздник, как награду, как нечто гипер вкусное и ценное. И эти вещи, они формируются. Идем дальше. Поэтому, если вот эти вещи мы можем контролировать, а вот инстинкты, простите, да, есть, кстати, по поводу, сейчас пример, вот прям по поводу кыргызов пример. Вот тоже опять у меня, при необходимости найду реальные ссылки, но фашисты в концлагере, после того, как их отбили от Москвы, уже так все плохонько, они решили, что они сейчас поднимут дух солдат, выпустив ролик о том, что население России – это варвары, дикие звери и вообще непонятно кто. И они осознанно в лагере отобрали группу лиц, а по стечению обстоятельств в основном это были кыргызы, для того, чтобы максимально зафиксировать внешнее различие между славянской арийской расой, арийцами и нет. Людей не кормили и мучили в течение достаточно долгого времени, потому что по задумке это должно было выглядеть так. Заходит, надсмотрщик, кидает хлеб
И люди, доведенные до уровня жесточайшего голода, в порядке инстинктов должны за этот хлеб были драться, рвать друг друга, вырывать. Ну вот звери, животные, что их жалеть, их надо стрелять. Камеры выставили, все хорошо, швыряют булку. Выходит самый маленький, самый младший, поднимает хлеб, целует, подносит к колбу, несет самому старшему. Они садятся в круг, отщипывают по крошечке, передают по кругу и смакуют как самую большую драгоценность. Вот это к вопросу того, что человек даже инстинктами управлять может, не говоря уже об аппетите. Пойдемте дальше. Поэтому животное насыщается, человек ест, и умный человек умеет питаться. Аппетит воспитывается, вырабатывается, формируется. Поэтому при компоненте безопасности нам важно закладывать и эти вещи, в том числе с точки зрения и психологии, и воспитания будущих поколений. И с этой точки мне вот очень близки программы, допустим, ФАО, которые говорят и о том, как этикетки читать, и о том, как заготавливать продукты, и о том, как должна питаться девочка, девушка, будущая мама, ну, вынашивающая женщина и девушка, у которой появился, ну, женщина, у которой появился ребенок. И эти вещи очень аккуратно внедряются в соответствующие образовательные курсы, потому что это тоже безопасность и ее, и будущих поколений. Поэтому, если приучать к употреблению здоровых продуктов питания, то у наших детей не будет в дальнейшем проблем. И, соответственно, они будут более осознанно себя вести в пищевом плане. Ну и вот, если мы обладаем психологическим здоровьем, то найдем адекватные способы решения своих проблем, а не будем поручать желудку нашу жизнь и наше будущее. Человек — это не только желудок, это нечто большее. Это дух, сознание и душа. На этом все.